Это, да, одна из самых сложных систем в мире, на самом деле. То есть здесь можем мы гордиться, что мы такие вот рекордсмены по числу согласных. Абхазский и абазинский – это не язык, они диалекты одного языка, вот так можно сказать. Но тапанского диалекта, абхазского диалекта и ашхарского. У нас три единицы. И ашхарский диалект – это, в общем-то, мостик между абхазским и тапанским. Он ближе к абхазскому, намного ближе к абхазскому, но есть черты, которые связаны с тапанским диалектом. Вот такой своеобразный переходный диалект. Язык один, но разные варианты, да, скажем, северокавказский вариант, южнокавказский вариант. И если говорить о разделении прота нашего общего предка, да, абхазо-абазинского языка, скорее всего, это произошло после 13 века. По фонетике самый архаичный – это бзыкский диалект. Все-таки свой язык надо обязательно сохранять и укреплять его позиции. Очень воспитанная молодежь, вот, наша диаспора, да, вот, видит, что ученик старший, да, вот, очень традиционное воспитание такое. Очень важно подчеркивать наше единство. У нас единая Родина, единый общий предок, и также будущее, надеюсь, вместе будем. На самом деле, садши абазы, не абазы, не настоящие абазы, они другие. И не черкесы. В основном это язык самостоятельный, но близкий. Это и близкие, одинаково степень близости к абхазскому языку, абхазо-абазинскому, и к абазинскому языку. Считать их субъектом садыстского народа, я не знаю, мне кажется, рановато.